день, Дадик Халчан, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». И сегодня мы не на кухне. Друзья, немножечко расскажу, почему я не на кухне и что у меня было вчера. Вы знаете, что я люблю с вами поговорить. И сегодня вообще хочу сделать такой разговорный, не разговорный, хочу рассказать одну историю. Дело в том, что сегодня я отдыхаю, потому что вчера и позавчера мы с моей дочкой Мадиной 2 дня, практически даже в пятницу с вечера, делали заказ готовой еды на свадьбу, даже на 2 свадьбы. И еще один заказ на молит, на какое-то мероприятие у одной женщины. Это было вчера, воскресный заказ. А к воскресенью мы готовились с пятницы, повторюсь. Пятницу небольшая подготовка у нас была, и субботу целый день, и воскресенье с утра. Один заказ отправили в 7 часов утра, один отправили заказ в 8 часов утра. Сказать, что мы не устали, это ничего не сказать. Во-первых, мы с ней вообще не легли с субботы на воскресенье. Но это будет в другом ролике. И просто после того, как мы все это сделали, сегодня понедельник, после того, как мы все это сделали, мы настолько устали, действительно, что даже так кое-что прибрали, убрали, и оставшуюся посуду, которую не помыли, я сложила в бак с водой, как мне как-то порекомендовали, налила туда фейри и оставила до сегодняшнего дня. Вчера оставила на ночь, уже не могла, если честно, и отдохнула. Даже сегодня хорошо еще отдохнула, подоила корову, снова легла. У нас идет дождь практически с утра. И решила, думаю, сегодня ничего не буду делать. У меня эта история была давным-давно еще, вышла эта женщина ко мне на связь. Мне ее нужно было рассказать, я как-то оттягивала по каким-то причинам. Но сегодня хочу вам эту историю рассказать. Моя подписчица, которая со мной, в принципе, почти с начала ведения моего канала, вышла со мной на связь в WhatsApp и попросила у меня помощи, совета или не знаю как, но она сказала, что я не знала, кто такие ингуши и что и как. И посмотрев, говорит, случайно, по-моему, я точно не могу сказать, как она попала ко мне на канал, она поняла, что вот именно моя подача, и это очень мне приятно, что полностью изменилось у нее мнение об ингушах. Она о нас не знала ничего, но дело в том, что из-за того, что ей одна женщина наговорила, она думала, что мы такие страшные, что много чего, было плохого наговорено на нас. Но из-за того, что я показала и наш быт, и наши условия жизни, и наше мировоззрение, и, эта моя подписчица через меня поняла, что мы такие же обыкновенные люди, как и все. И она мне рассказала свою историю и разрешила мне не то, что разрешила, она попросила озвучить эту историю, но без ее имени. Это очень такая, я даже не знаю, жизненная какая-то история, очень сложная история. Дело в том, что найти человека без имени, без фамилии и хотя бы даже без места проживания, это очень сложно, но мне очень хочется помочь этой женщине и одновременно помочь ее дочке. Дело в том, что она со мной связалась, и это было давно даже, но я какое-то время не могла это сделать, по каким-то причинам. Потом снова я с ней вышла на связь и сказала, давай продолжим эту работу, на что она согласилась, но прежде сказала, мне бы хотелось с кем-то именно из, по-русски это типа духовник или как-то духовник, или как-то с кем-то, чтобы поделиться. У нас это алемы, это имамы, это муллы. И поэтому я сказала, что я могу спросить у муллы, что и как. На что она мне ответила, что было бы очень здорово, если бы ты спросила. Я спросила, на что был дан ответ. Конечно, это, можно ли это озвучить, можно ли об этом говорить, на что был мне, конечно, ответ, что это не то, что нужно.
если тем более мы узнали об этом, то это обязательно нужно постараться найти этого человека. А потом моя подписчица сказала, я бы сама хотела поговорить с этим муллой, если это возможно. Он согласился, они связались, они вместе с ней переговорили там. Может быть, они еще и переговариваются, что-то не знаю я, потому что это не мое, это личные вещи, я ни с муллой, ни с ней об этом больше не обсуждала, но то, что надо озвучить, я сегодня озвучу, что бы я хотела сказать. Короче, это моя подписчица, очень серьезно больна, в принципе, и давно была больна. И у нее был один сын уже, когда она все-таки против воли врачей захотела еще заиметь девочку, забеременела и родила эту девочку, все вроде бы нормально, но девочка была, в принципе, не жизнеспособна, и на 27-м, по-моему, дне жизни девочка у нее умерла. Это моя подписчица на тот момент была на хороших работах в министерстве. Отец ее был, по-моему, вице-адмирал или контр-адмирал, я точно не помню, но адмирал. Люди такие и обеспеченные, и все. Это 2002, третий год, когда она родила, 2003 год. И в те времена, в 90-х, по конце 90-х, типа она, как рассказывает, отсюда и чеченцы, и ингуши, и все другие национальности ездили туда на заработки. И, конечно, случалось такие вещи, что как-то что-то и рождались дети. И, короче, она родила эту девочку и лежала в больнице, а там были еще дети-отказники, как бы. И ее подруга сказала, что и она заходила, видела, как кормят детей, но очень плохо, говорит она, относились няни к этим детям-отказникам. И одна девочка ей очень понравилась. Она говорит, такая симпатичная была новорожденная девчонка с голубыми глазами. Это, говорит, какое-то было провидение какое-то, говорит. Вот она свою дочку потеряла. И вот могла взять эту девочку. Она вот договорилась тогда, без всяких там, без бумаг, без ничего, так сделала, из-за того, что была на хороших работах, и удочерила эту девочку. Она спросила сначала, что да как, кто ее бросил, и в том плане, на что ей нянечка ответила, что это как бы это войнахский выкормыш. И, говорит, я не поняла, что это такое. Я даже не знала, что за национальность войнахский выкормыш. Потом она, говорит, показала записку, в которой было написано, что это войнахский выкормыш, что она вот специально, пускай, говорит, прозябает. Этот ребенок прозябает из-за того, что мне сделали, я в отместку как будто бы вот оставляю эту девочку в детдом ее, чтобы отдали. И, говорит, в принципе, говорит, было много чего наговорено плохого, что вот ингуши такие, не ингуши, там было войнахи, что войнахи плохие, что войнахи злые, и в том плане, короче, в этом плане было все сделано. И она говорит, я, говорит, захотела удочерить эту девочку, и, говорит, удочерила, муж согласился, она удочерила эту девочку, привезла ее домой, но через какое-то время, не помню, я точно не знаю, через какое-то время, короче, женщина продала ее данные биологической маме, биологическая мама ее нашла и стала ее шантажировать. И требовать от нее 1 миллион, чтобы, на молчание, чтобы не узнали, что дочка не ее. Даже сын ее, говорит, не знает, что дочка приемная. Единственное, говорит, муж знал, но муж с ней уже развелся, она живет с 2 детьми сейчас отдельно. И да, дочка, раз она родилась в 2003 году, она уже взрослая, 17-18 лет скоро. Дело в том, что эта женщина, которая ее как бы шантажировала, она к ней пришла. Но никаких денег она ей не дала. У нее было очень много знакомых,
она ее все-таки утихомирила, и чтобы она больше никогда к ней не подходила, ее утихомирили именно правоохранительные органы. Но единственное, что она ей сказала, она очень хотела узнать у нее что да как, но она ничего ей не сказала. Единственное, что она сказала, что этот мужчина хотел на ней жениться, но его родители ему не разрешили жениться на ней, и в отместку тому, что вот не дали ей выйти замуж, что не взяли ее в невестки, она специально отбросила эту девочку, чтобы они всю жизнь терзались как бы. И есть такая информация, что у них, вот у этого мужчины умерла сестра с 2 детьми. Ну, это к тому, чтобы, может быть, как-то будет легче найти этого человека. Что в 2002 году он жил во Владивостоке. Единственное, есть фамилия и имя этой женщины, биологической матери этой дочки, это Ольга Тульская. И моя подписчица говорит, что она не навязала девочке никакую веру, и что у нее, вот ее терзает душу, что она не знает, как ей быть. И дело в том, что она говорит, я бы еще не так бы терзалась, если бы знала, что этот парень тоже, ему наплевать на это, на все, но оказывается, этот парень приезжал к этой Ольге Тульской потом, спрашивал, расспрашивал, хотел узнать, родила она, где ребенок и что, на что эта Ольга Тульская его обманула. Один раз сказала, что ребенок умер, второй раз сказала, что она ребенка куда-то кому-то оставила. Короче, она ему так ничего не сказала, он уехал обратно домой. И вот этой девочки, мама этой девочки сейчас, получается, приемная мама, как бы хочет найти отца этой девочки и как-то снять груз со своего сердца. Просто когда мы молодые, мы этого не понимаем, и нам не до этого. Сейчас уже, когда этой женщине уже под 50, и, конечно, мы с возрастом начинаем задумываться и и об успокоении души, и о правильности, и о неправильности, и о той следующей жизни нашей. Поэтому она говорит, я, говорит, не знаю, как правильно, имею ли я право не говорить девочке, что она родилась от мусульманина. И я, говорит, это угрызение ее совести очень бы, говорит, хотелось, чтобы все-таки нашелся отец этой девочки и знал, что она жива, потому что она, говорит, по моим, говорит, ощущениям, мне кажется, что он тоже терзается тем, что вот так вот потерял ребенка, как бы. И очень хотел, что это моя подписчица очень хотела, чтобы я это озвучила. Я это, конечно, еще и в Инстаграме где-то, и у дочки, и у себя выставлю, чтобы можно было так. И ей еще этот мулла обещал, что у него тоже какие-то знакомые были во Владивостоке, что постарается ей найти, ну, по крайней мере, помочь. И он сказал, и мне он сказал, что мы просто обязаны помочь этой женщине, получается, и этой девочке, чтобы как бы все-таки навязывать, конечно, ничего ей нельзя, но чтобы она была в нашей вере, потому что, ну, так вроде бы положено, он сказал, нужно сделать так, чтобы она была нашей верой. И поэтому вот такой вот ролик у меня сегодня, друзья. Такая просьба к моим соотечественникам ингушам. Если кто-то примерно знает хотя бы, что кто-то когда-то выезжал во Владивосток именно из парней в 2000-х годах, может быть, как-то так с ними поговорите или расспросите, или что-то, и то, что вот информация, что у него умерла сестра с 2 детьми, по-моему, погибла в авиакатастрофе. Это тоже небольшой такой моментик. Жалко, конечно, что мы не знаем даже в каком регионе нашей, хоть и маленькой Ингушетии он живет. Маленькая вероятность, но очень хочется найти и помочь, потому что она очень чувствует себя виноватой во всей этой истории, хотя она ни в чем не виновата.
она наоборот, мы должны быть благодарны, как сказал Мулла, что она не бросила эту девочку в детдоме, что она ее вырастила, причем вырастила достойно, потому что она сама говорит, что девочка такая, говорит, вот чувствуется, говорит, кровь именно кавказская, что она скромница, что она ни на какие тусовки не ходит, что она вот чисто домашняя девочка, очень спокойная, красивая, тактичная. Видимо, говорит, это все у нее в крови. И как бы вот, и эта моя подписчица, как я сказала, больна, серьезно больна и давно. И в последнее время у нее больше и больше идут обострения, она больна, у нее больное сердце, неоперабельное. Иногда у нее бывают сильные одышки, она не может дышать и боится, что все-таки девочку после ее смерти заклюют, и поэтому хочет, по идее, чтобы у нее была какая-то родственная душа, чтобы она нашла своего отца, скорее всего. Девочка еще не знает, она не знает, как с ней поговорить. Но вот Мулак, с которым я ее связала, обещал, что он тоже поговорит с девочкой, что девочке сразу нельзя это говорить, нельзя ничего навязывать, что девочку надо подготовить ко всему этому. Этот процесс у них там идет. Ну вот так, друзья, я не знаю, как и что, но девочке надо помочь, женщине надо помочь. Перерасскажите, если где-то знаете кого-то, что-то, истории эти, где была бы какая-то вероятность найти этого человека, чтобы действительно все успокоились и пришли, как бы все пришло бы на свои места, чтобы девочка обрела отца, и чтобы все было правильно по-любому. И она, самое главное, она мне сказала, она прямо такой акцент сделала, что она не ищет этого человека, чтобы как бы девочки, ну из-за того, что там у них ничего нет, или они плохо живут, нет, они обеспечены, дочку она обеспечила, у нее там, для нее сделано, я не буду озвучивать, что и как, у нее для девочки сделано завещание, все у нее есть, но все равно она боится, что ее заклюют, потому что, сами знаете, разговоров много, хоть и никто не знает, что она удочеренная, но люди просто думают, что она где-то нагуляла эту девочку, и поэтому еще и муж ее ушел. Но так получилось, что он как раз ушел в то время, через какое-то время, как они удочерили эту девочку. Ну, вы сами знаете, разговору людей не унять. И вот даже поэтому, и она говорит, что ну, она боится даже вот мужа, который развелся, что он может навредить этой девочке, потому что только он знает, что эта девочка приемная. Вот такая вот история, друзья. Очень странная, очень интересная, может быть, даже мне очень захотелось ее сегодня именно озвучить, потому что, как я сказала, у нас, может быть, и не сказала, но сегодня целый день идет дождь. И как раз время таких разговоров, и время именно, чтобы... Ну, решила сегодня этот ролик выпустить, не снимать больше ничего такого, отдохнуть после тех дней, что мы с Мадиной так хорошо, плодотворно поработали. Вот так вот, друзья, протекает сегодняшний мой день, как бы. И очень бы хотелось, чтобы мы смогли помочь этой семье найти этого человека. Я на вас очень надеюсь. Значит, женщину звали Ольга Тульская. Вот кто был знаком с этой Тульской в 2002 году из наших ингушей, очень хочется найти этого человека и сказать, что у него жива его дочь. И надеюсь, он найдется. Спасибо вам большое, друзья. Так, друзья, я снимала ролик потихонечку, разговорный свой, и снова поступил ко мне заказ. Как видите, у меня тут для подливы зажарка, тут молочко для пюре, тут картофель уже сварился. Это уже варится водичка, вернее, кипит водичка
для тефтелек. Вот такие тефтельки я слепила. Просто не стала устанавливать штатив. Времени не очень много. Хочу с вами поделиться, вот, что я делаю сегодня. Вот. Заказ такой небольшой поступил у меня. Значит, по 10 тефтелек, пюре с подливой и салатик свежий из помидоров и огурчиков. Ну, это как бы обед для 2 человек. Ну, не знаю, по-моему, тоже больные после болезни. Не могу точно сказать, я не стала вникать. Это не мое дело. Заказали, заказали. Все. Вот так вот, друзья, проходят у меня как бы дни. И хочу вам сказать еще ролик у меня, конечно, не смонтирован. Извините за ошибки. Так, а водички у меня, видите, варится морковочка, лучок, чтобы бульончик был такой вкусный. У меня еще немножко останется тефтелек больше, чем заказ я сделала. Сделаю какой-нибудь супчик дам тоже, чтобы было. Вот так вот, друзья. И, как я уже говорила, вчера же у меня был заказ. И я вам сейчас покажу, что у меня тут, как видите, на кухне. Вот сколько еще посуды, которую я помыла. Еще чуть-чуть надо там домывать. Это после вчерашнего заказа, друзья. Я не все просто успела вчера еще, потому что Мадинка уехала. И я так прибиралась потихонечку, не все успела убрать. Ну вот последнее уже домыла. Это я вчера просто в бак, как мне советовали, вместе с ферри, с содой, засунула в бак и оставила, потому что уже, конечно, не могла, устала очень. И вот как-то так, друзья. И вы знаете, действительно, усталость, конечно, врать не буду, устала. Но это была приятная усталость. Ничего, вчера отдохнула, сегодня отдохнула. Конечно, если бы была помоложе, то быстрее бы восстановилась, но все равно мне очень приятно, потому что и девочка заработала моя, и я заработала кое-что. И самое главное, дело в том, что приятно, потому что пришел такой отзыв хороший и со свадеб, и с того заказа, что им очень понравилось, что они благодарны нам, что мы вкусно приготовили. А это самое главное. Ну, я просто действительно, если так, по большому счету, хотела посмотреть, справлюсь ли я, смогу ли я. Но, конечно, таких 2 заказа трудновато. Больше так не буду брать, если только 1 заказ будет. Сделаем пюре. У меня нет сливочного масла, сделаю на топленом. Не знаю, понравится им, нет. Потому что не все любят запах домашнего топленого масла. И вот кипяченое молоко нальем, чтобы пюре было вкуснее и пышнее как бы. Правда, говорила, что я не буду сегодня заказы, я им отказала. Но меня очень попросили. Ну ладно, думаю, небольшой заказ сделаем. Ну, тефтельки варятся. Сейчас сделаем салатик сразу же, чтобы отправить вовремя заказ. Теперь сделаем салатик. Просто салатик из огурцов с помидорами. Не знаю. Интересно, болгарку добавлять им нет. Не все любят. Заказ опять через Танзилу. Я как-то не связываюсь с заказчиками. Поэтому не знаю, что они предпочитают.
Ножи надо наточить. Со вчерашнего дня затупились. Все-таки чего только наши ножи вчера не нарезали. Ролик, как я сказала, смонтируем только на завтра. Значит, поперчила, посолила, нарезала вот такой вот сиреневый лук. Добавлю теперь растительного масла. Перемешаю. Не знаю, не рискнула я все-таки болгарский перец добавить. Пусть будет уж так. Так. И вот так вот в контейнер. Так, ну все, посыпали, значит, зеленью. И закроем. Все, пока салатик готов. Так, друзья, и все, теперь укладываем наше пюре. Так, подай мне ложку, пожалуйста. Так. Так, Ибрагим, ты мне его защелкнешь? Защелкни, пожалуйста. Так, вот эти тефтельки тоже готовы. 5. Такси, ага, сейчас. Так, все. Так, друзья, и все. Готово. Так, и теперь укладываем наш заказ. Пюре, тефтели, салатик. Как ни странно, так быстро приехал таксист. Все, Ибрагим, отправляй.